21 ноября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,58 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,21 до 10,05 сомони, 1 евро от 10,5898 до 10,40 сомони, 1 российский рубль от 0,1640 до 0,1655 сомони. Мировые цены на нефть снижаются вследствие продолжающихся коронавирусных ограничений в Китае. Цена на нефть марки Brent составила $86.76 за баррель, марки ВТИ $79.42 за баррель. Стоимость золота в понедельник утром опускается, пока рынки, как и недели ранее, ждут повышения учетной ставки Федеральной резервной системы США в декабре, и цена составила $1747.75 за тройскую унцию. Правительство Таджикистана своим постановлением поручило утвердить перечень приоритетных отраслей, по которым предоставляются налоговые льготы. В документе, опубликованном на портале правовой информации Минюста страны, поясняется, какие налоговые льготы предоставляются в соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан, а дополнительные льготы согласно соответствующим нормативным правовым актам. Уполномоченным органам поручается принять необходимые меры по реализации настоящего перечня, ежегодно до 15 декабря представлять отчет о его реализации. Перечень представляет собой иерархический список, в котором виды деятельности разделены определенными кодами, латинскими буквами от А до Q. Называется он «Общий классификатор видов экономической деятельности». Такой классификатор действует в некоторых странах, например, в России, где кодирование влияет на налоговый режим, размер налоговой ставки, а в период экономического кризиса еще и определяет, сможет ли организация воспользоваться льготами. Церемония подписания соглашения между Таджикистаном и Европейским Союзом о начале процесса выделения 29 миллионов евро в виде грантов состоялась 18 ноября в Самарканде. Из этой суммы 15 миллионов евро предназначено для поддержки энергетического сектора и 14 миллионов евро для обеспечения сельских территорий питьевой водой. Соглашение подписали министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и заместитель генерального директора по международному партнерству Европейской комиссии Мариета Ягер. Далер Джума на встрече с журналистами сообщил, что эти средства будут направлены на улучшение энергетической инфраструктуры и достижение стратегической цели по обеспечению энергетической независимости. Он подчеркнул, что в настоящее время правительство страны постоянно проводит реформы в энергетическом секторе, и для дальнейшего совершенствования этого процесса очень необходима техническая помощь. Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала инвестиционное соглашение между правительством республики и компанией Orion Invest о строительстве и вводе в эксплуатацию предприятия по производству цемента в районе Кубудион Хатлонской области. Об этом сообщает пресс-служба Маджлиси Намоин Дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Отметим, что в соответствии с законодательством Таджикистана такие договоренности после принятия народными избранниками напрямую направляются на подписание президенту страны, минуя Верхнюю палату парламента. Данное соглашение было заключено между Госкомитетом по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана и вышеуказанной компанией 7 сентября этого года. После заключения договоренности Госкомитет по инвестициям сообщил, что инвестиционно-производственная компания Orion Invest для строительства и ввода в эксплуатацию цементного завода планирует привлекать прямые иностранные инвестиции на сумму в $160 миллионов. В сообщении говорилось, что запуск нового предприятия позволяет обеспечить местное население 1300 новыми рабочими местами. До этого на портале правовой информации Минюста Республики Таджикистан был опубликован проект соглашения, в котором говорилось, что годовая мощность предприятия составит 1,8 миллионов тонн высококачественного цемента в год. Это означает, что возводимое предприятие станет крупнейшим цементным заводом в Таджикистане. Евросоюзу нужно углублять сотрудничество со Средней Азией, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, нужно задействовать потенциал региона в энергетических поставках, импорте критически важного сырья и в новых транспортных коридорах в обход России. Об этом сообщает подробно .уз.
Господин Боррель считает, что Россия и Китай продолжают играть ведущую роль в Центральной Азии. Вместе с тем, по его мнению, страны этого региона стараются диверсифицировать отношения и видят подходящего партнера в Евросоюзе. Он отметил, что речь идет о транскаспийском коридоре, развитие которого обсуждалось во время его визита в Казахстан. Кроме того, Боррель подчеркнул, что в Европе и Центральной Азии видят необходимость в продвижении стратегической автономии. Ранее Жозеп Боррель во время визита в Центральную Азию заявил, что ЕС лидирует по объему инвестиций в страны региона и опережает по этому показателю Россию и Китай. Страны Евросоюза за последние 10 лет инвестировали в государства Центральной Азии 105 миллиардов евро.